у нас есть грантал, на котором растут 13 растений, которые внесены в Красную книгу. И все это в Апастово. Есть, у нас все это есть, так что приезжайте, мы очень гостеприимные. Самое главное, еще здесь вкусно кормят. Сейчас мы вам это докажем. И с вами Сулейман Абдусмар. Здравствуйте, это программа «Секреты татарской кухни». И как видите, у нас отличное настроение, потому что мы гостим в Апастовском районе уже вторую неделю. И здесь сегодня у нас новые гости, новые блюда. Апастово – это очень красивый цветущий поселок с интересной современной жизнью и сохранившимися традициями. А еще у Апастова богатая история, которая от глубины веков до наших дней хранится в местном краеведческом музее. Добро пожаловать. Музей организовался у нас 25 лет тому назад, то есть в 1991 году. Музей у нас, конечно, очень хороший, и первый зал у нас называется, самый древний Апастово. Это земля предков, колыбель моя, Апастов самый древний. Часто спрашивают, что какой возраст имеет ваш экспонат. Я говорю, 1 000 000 лет. Говорят, что не может быть такое. Оказывается, имеется, потому что у нас регион, где река Уляме, там очень много палеонтологических останков животных, которые вымерли уже 64 года. Тысячи лет тому назад. Вот эти останки мамонта, останки шерстистого носорога, и вот эти являются тому доказательством, что имеются у нас останки миллионных лет. Эти останки здесь, на Апастовской земле? Это на Апастовской земле. Река Уляме, река Шермешер, река Свияга, вот в прибрежьях вот найдены вот такие экспонаты. И самая главная уникальность у нас, вот диорама ледникового периода, который вот в прошлом году только построили. Здесь вот жили вот такие животные, животный мир, 1 000 000 лет тому назад, 1 000 000 лет жили. Но все эти животные, конечно, вымерли последние вот 64 тысячи лет тому назад. Это вот тарпаны, нынешние лошадки, пещерный лев, овца-бык, бизон, шерстистый носорог, мамонт мамонтенком и пещерный медведь. Все эти были в наших краях вот такие огромные животные. Следующий зал у нас, это зал дореволюционного периода Апастовского района. Все домашние утвари, все домашние обиходы находятся в этом зале. У нас в Апастовском районе проживают 92% татары, 4% русских и 3% чуваши. Но одно схожество, потому что ихними вот этими орудиями труда пользовались и татары, и русские, и другие национальности. Вот, допустим, это домотыканный станок, которые пользовались тоже богачи и бедные люди, которые и до сих пор еще существуют и работают. Ну и, конечно, тут маслобойка, все эти, русский вариант, татарский вариант, жернова все это, и саха все они, конечно, вот пользовались нашими пользователями. А здесь уже украшения национальные, татарские национальные украшения, очень редко остались, конечно, вот эти серебряные, по счастью, и вот они до сих пор имеют большую ценность у нас в музее. Дорогие телезрители, я напоминаю, что программа «Секреты татарской кухни» уже вторую неделю гостит в Апастовском районе. И сегодня для нас готовит методист Центра детского творчества «Салят» Ляйсан Тухватуллина. Ляйсан, привет! Здравствуйте, добрый день. Ляйсан, расскажи, пожалуйста, нам, что же мы будем готовить?
Сегодня мы будем готовить куриный бульон с гренками, который готовится очень просто, потому что в условиях мегаполиса это нам, хозяйкам, зачастую необходимо. Приготовим куриный бульон, и в конце мы просто в куриный бульон положим все наши ингредиенты, которые мы красиво нарежем с вами. Начинаем? Начинаем. Так, вот она, опастовская курочка. Обязательно домашняя. Домашняя. Да. Вот у нас бульончик. Открываем кастрюльку. Ага, и закладываем. Да. Кладем курочку. Закладываем мы ее в холодную воду. Ну и сейчас включаем плиту. Естественно, чтобы у нас курочка приготовилась. Ну, Руслан, пока у нас готовится куриный бульон, пока у нас готовится курочка, мы приготовим очень вкусный салат, называется апастарнара. Ну, название интригующее. Ну и расскажи, из чего же мы делаем этот салат? Салат мы делаем из сухариков, из кукурузы, естественно, яйца, крабовые палочки, чесночок и, собственно, майонез заправим. Приступим? Давай. Что-то нужно порезать? Давай, я помогу. Обязательно. Давайте я вам доверю столь ответственное занятие порезать крабовые палочки, а тем временем я займусь яйцами. Мелко, да? Нет, режем вот так. Ляйсан, мы уже вторую неделю в Опастово, но есть у меня вопросы, на которые я еще не получил ответы. Один из них, как же произошло название Опас? Откуда? Ну, по одной из легенд, насколько мне известно, название Опастово, Опас, произошло от имени одного из жителей. Это был мужчина, который первым приехал в эти места. Его звали Габбас. В то время люди, когда называли местность, говорили: вот о Габбасабы. Габбас, Габбас, Габбас. Здесь живет Габбас, Да, например? да, все время повторяли. Потом со временем буква Г, она как бы само собой выпала, поэтому осталось только одно название Опас. То есть можем сказать большое спасибо Габбасабыга, да? Естественно. Всем его родственникам. Да. И еще я заметил очень интересный у вас герб, на котором нарисованы, если не ошибаюсь, 2 соловья. Да, Вот это расскажи иволги. про герб. Это иволги? Это иволги, конечно же. У нас герб очень такой символичный, потому что наш герб показывает все наше богатство, чем вот живет наш район. На гербе изображены 2 иволги. Иволги – это очень трудолюбивые птицы и очень творческие, потому что из нашей опастовской земли вышли очень многие такие артисты, очень многие творчески талантливые личности, такие как Сара Садыкова, Фердинанд Саляхов, Исур Сафин и многие другие. Также на гербе изображено колосье и венок золотого цвета, что символизирует собой трудолюбие, естественно же. На гербе как раз-таки вот эти золотые колосья и венок образуют с собой букву А. Как бы, что само собой разумеется, потому что опасно начинается там букву А. Солнце – это источник жизни. Серебристая ленточка – это у нас наша легендарная река Свияга, которая просто, можно сказать, что дает жизнь всему, что сейчас вот здесь растет. И еще очень хочется похвалиться, у нас есть Грантал, на котором растут 13 растений, которые внесены в Красную книгу. И все это в Опастово. Есть, у нас все это есть, так что приезжайте, мы очень гостеприимные. Самое главное, еще здесь вкусно кормят. Сейчас мы вам это докажем. Ляйсан, расскажи, пожалуйста, какие еще достопримечательности есть в поселке? За последние годы наш поселок очень сильно преобразился. В принципе, очень большая заслуга в этом нашего главы администрации Загидуллина Рашида Назибовича. У нас очень много красивых мест, очень много памятников, потому что мы никак не имеем права забывать наше прошлое. У нас есть памятник джалиловцам, у нас есть аллея героев, у нас есть центральный мемориал. Вот, так что всегда у нас есть на что посмотреть и что увидеть. Руслан, вот мы сегодня с вами пришли на самое интересное, красивое место нашего села. Дело в том, что многие, кто приезжает к нам в район, говорят: у вас такой красивый район, как маленькая Швейцария. А вот центр Опастова мы хотели сделать как маленькая Европа. И в этом большая заслуга нашего главы Рашида Назибовича Загидуллина. Вот у него столько инициатив, и они, к счастью, воплощаются в жизнь. А что это вот за памятник? Вот я на него и хочу ваше внимание обратить. Дело в том, что этот памятник был поставлен еще в 2000 году. И он, я думаю, такого памятника, в общем-то, в других местах и нет. Он посвящен женщине.
не просто матери, а женщине. Женщина, потому что на своих тяжелых плечах и в годы войны она выстрадала, вынесла тяготы и в мирное время, и в повседневной жизни. Все время, в общем-то, мы опираемся на женщину. Вот еще своеобразный такой памятник у нас есть. Наверное, тоже не везде вы его встретите. Это памятник, посвященный женщинам-трактористкам, которые были в годы Великой Отечественной войны, заменили мужчин. И вы видите список этих женщин. Среди них есть и герои социалистического труда, и простые женщины. Очень красивый мемориал вы видите. Не каждый город даже может гордиться таким мемориалом. Еще один памятник – это дань памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Бюсты героев Советского Союза, склоненная фигура солдата-защитника Родины украшают это дорогое для каждого опастовца место. Здесь есть стена памяти, на которой написано свыше 10 тысяч фамилий ушедших на фронт земляков из Опастовского района. Стена делится на две части. На одной стороне написаны фамилии тех, кто не вернулся с войны, на другой – вернувшихся. Отдельные две стены посвящены героям Афганистана и Чечни. Здесь установлены памятные доски в честь 6 солдат, погибших в горячих точках. Руслан, вот мы с вами познакомились с Опастово, увидели самые красивые, самые знаменательные места нашего Опастова. Я думаю, вам очень понравилось. Очень. Вот я надеюсь, что вы к нам еще приедете, и мы с вами еще больше увидим красивых мест. Алла Берса. Да. Большое спасибо, Бекзурахна. Спасибо и вам. Так, для салата мы порезали яйца, крабовые палочки. Да. Также у нас еще один из ингредиентов – это апельсин Естественно, это наша изюминка, я бы сказала. этого салата. Да, И чесночок у нас тоже идет в салат. обязательно. Я вам доверю столь ответственное занятие. Съесть чеснок. Нет, С вы. чеснокодавилкой, да? Да. Но одной из главных достопримечательностей, конечно же, Опастово – это детский творческий центр, где и работает Ляйсан. Расскажи, пожалуйста, вот про этот центр, про центр «Салят». В Центре детского творчества на сегодняшний день у нас занимается 1555 детей. И их обучают у нас 97 педагогов. Дети у нас занимаются в кружках, такие как хореография, рисование. Также у нас есть театральные студии «Мушкетеры», которые занимают в республиканских конкурсах призовые места. Также у нас есть детская общественная организация «ДУС». У нас есть кружки «Очумелые ручки», где занимаются совсем еще юные у нас воспитанницы, воспитанники. Они радуют своим творчеством своих родителей, нас, близких, и им очень всем нравится. Ну, а вы делаете какие-то вот концерты от творческой студии «Салят»? Естественно, мы, конечно же, делаем концерты, у нас проходят отчетные концерты, где задействованы буквально все наши воспитанники, и на эти концерты, что отрадно и очень даже приятно, что эти концерты у нас проходят с аудиторией в полный зал. В течение года этих мероприятий достаточно много. Очень у нас популярная акция «Георгиевская ленточка», которую мы проводим здесь у нас на Луговине Сабантуев. И в этом году у нас первый раз еще прошла акция совместно с акцией «Георгиевская ленточка» «Гвоздика Победы». Дети своими руками сделали у нас различных материалов, сделали свои красные гвоздики, конечно же. И мы прикалывали к груди пришедшим все гости, дети войны, останавливались и рассказывали детям, через что они прошли. Это я считаю, что это акция, которая требует особого внимания. Также у нас проходят акции, приуроченные к Дню татарского языка. За грандиозное проведение акции «Мин-Татарша Селяшем», республиканская акция, мы, конечно, получили приз, и дети были этому рады. Совсем недавно наши воспитанники, активисты «Салят» участвовали в форуме, в молодежном форуме в Белярске. «Салят-Беляр» форум как раз-таки проводился, и мы заняли второе призовое место среди 43 районов нашей республики. Но это стоит аплодисментов. Молодцы. Как держать? Ну, Руслан, у нас апельсины готовы. Пожалуйста. Ложим в салат и заправляем майонезом. То есть сейчас я добавляю майонез, и можно сказать, что салат уже готов, да? Нет, мы еще не можем сказать, что салат готов, потому что мы еще не добавили с тобой кукурузу. Кукуруза. Да.
Слушай, а не будем солить, перчить или майонеза достаточно? Нет, майонеза вполне достаточно. Если уж совсем гурман, ну можно чуть-чуть перчика и соли. Так, добавили мы кукурузы. Сейчас мы это все тщательно перемешаем, салат будет готов, но нам еще остается доготовить суп. Поэтому оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим. Салат апастаннара. Крабовые палочки и яйца нарезали кубиками. Апельсин очистили от кожуры и нарезали на небольшие кусочки. В глубокую салатницу положили подготовленные ингредиенты, добавили сухарики, кукурузу и измельченный чеснок. Приправили майонезом и хорошенько перемешали. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Я напоминаю, что мы гостим в Апастовском районе, а готовим с Ляйсан Тухватуллиной. Ляйсан, рассказывай, что же мы сегодня готовим еще раз нашим зрителям? Так, мы, конечно же, сегодня готовим куриный бульон с гренками. Который мы сейчас вот доварим, с тобой доготовим. Да, и у нас уже салат апастаннар уже готов. Я вот, кстати, на него смотрю, хочу скорее его попробовать, но давай, Саш, доделаем суп. Давай я тебе доверю порезать куриную грудку копченую. Копченую, Да, ага. а я займусь зеленью для нашего бульона. Ляйсан, продолжаем наш разговор. Вот ты сказал, что в центре солят, все такие талантливые, творческие, выступают, первые места занимают. Но ведь не секрет, что ты тоже очень талантливая. Ну, спасибо, конечно, за комплимент. Я стараюсь быть талантливой. Действительно, мое хобби, конечно же, это фотографировать. И второе хобби – это петь. Слушай, ну фотографию мы с тобой сделаем на твой фотоаппарат в конце программы. А сейчас вот нашим зрителям и, конечно же, жителям Апастова подари, пожалуйста, песенку красивую. С удовольствием. Özederip garmun oynilar nalasa ağılında Sağınularım, sağışılarım şulamalı jırlarımda Sağınularım, sağışılarım şulamalı jırlarımda. Молодец, Ляйсан, бек матур болды. Рахмет, спасибо большое. Так, что у нас остается? Сейчас курочка у меня практически готова. Мы дорезаем зелень. И сухарики у нас тоже идут в суп. Естественно. Ляйсан, вот дети занимаются в Центре детского творчества «Солят». Я так понимаю, в основном это осенью, весной, зимой. А где же они летом время проводят? И летом, и зимой, и осенью, вообще круглый год у нас есть замечательнейший лагерь, куда с удовольствием ездят не только дети нашего района и близлежащих районов, но и со всей России. У нас есть лагерь Свияга. То есть это детский лагерь? Да. То есть это те времена, когда я еще был сам ребенком, когда родители меня отправляли на месяц, на два? Этот лагерь круглогодичного действия, там созданы все условия для замечательного просто и полезного досуга детей. Подожди, у меня самый главный вопрос. Вот у меня дети есть. То есть я могу с Казани их отправить к вам? Или это только для Апастовского района? Нет, этот лагерь у нас, конечно же, для всех детей, в том числе и для ваших детей. Руслан, обязательно приезжайте, посмотрите. Я уверена, что и вам, и детям понравится. Ну и сейчас самый интересный момент приготовления супа, потому что все ингредиенты готовы. Бульон мы тоже приготовили. Рассказывай, что дальше. Так, сейчас только для зрителей нашей программы и для вас, конечно же, я открою маленький секрет. У нас будет очень красивый бульон. Значит, наливаем бульон. Ну, здесь. В Апастово одну курицу там, вторую здесь нарезали. Хорошо живете? Это же мы. Аллах шакир, да? Приезжайте почаще. Мы еще вас удивим. Так, бульончик. Раз. Бульончик у нас. Теперь красиво кладем у нас. Можете, кстати, курицу отварную, можете копченую, как вашей душе угодно и как вы захотите сами. Знаешь, что я мясо люблю, 3 ложки положил мне. Спасибо, дальше. Вы можете еще доложить, пожалуйста. Да потом, вне кадра. Так, потом мы Сухарики. ложим сухарики, конечно же, сухарики обязательно. Сухарики Ложечку. мы ложим, да. Ну, можно 2 специально для вас. Ага. Красиво у нас вкладываем яйцо, Так, яйцо. сметанку. Ага. И обязательно, конечно же, у нас зелень. В принципе, вот. Ну что ж, красиво. Очень красиво. Поэтому давай скорее уже пробовать. Давайте. Куриный бульон с гренками. Из половинки куриной тушки сварили бульон и его процедили. В тарелку налили приготовленный куриный бульон, положили нарезанную куриную грудку, немного сухариков, половинку яйца, добавили сметану и посыпали зеленью.
Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Ну а сейчас мы пробуем два замечательных блюда, и начинаем мы с первого блюда. А для начала мы делаем таким образом, как и любой гость, который не приходит, естественно, без подарка. У меня для вас тоже есть подарок. Сделан он, естественно, только вручную. У нас работают такие вот педагоги, очень талантливые, очень Это прихватка, я так понимаю. умелые. Вы можете, знаете как, вы можете это использовать и как прихватку, и как на чайник. Но очень красиво. Да. В музей нашей программы обязательно передам. Бигзур Ахмед. Спасибо тем, кто это делал отдельно. Ну а сейчас, Давайте пробуем. наконец-то, я беру свой любимый предмет, это ложку. Говорим бисмилля рахман рахим и пробуем апастовский суп. Ну как вам? Ляйсан, очень вкусно. Вот, слушай, вот вроде бы рецепт такой простой, да? Приготовили бульон, подобрали ингредиенты, но самое главное, это новый рецепт. И этим рецептом можно удивить любого гостя, который к вам пожалует. Вот нас в Апастово удивили. Рахмет. Спасибо. Ну и сейчас попробуем салат апастаннара. Да, пожалуйста. Так, бисмилля рахман Приятного рахим. Спасибо, спасибо. Ляйсан, ну первое, что хочу сказать. Во-первых, очень красиво смотрится он на этой, тем более темненькой тарелочке. Но самое главное, друзья, секрет любого салата – это правильно подобранные ингредиенты. Здесь все очень правильно подобрано, сочетается прекрасно и, самое главное, вкусно. Ляйсан, к сожалению, на этом наша программа подходит к концу. Я, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем, кто нас здесь принимал целые 2 недели, кормил, показывал эти замечательные красивые края. Нам очень понравилось, обязательно к вам вернемся. Тебе еще раз отдельно, Ляйсан, спасибо. Спасибо вам огромное за то, что пригласили. И, конечно же, приезжайте в наш район. Он очень гостеприимный, мы очень любим гостей. И, конечно же, мы будем вас радовать новыми нашими блюдами. Еще раз большое спасибо. Для вас, уважаемые телезрители, уже в следующем выпуске новые блюда и новый район. Увидимся.